Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш семинар. Мы посмотрели и увидели, что специалисты Татарстана, Мордовии, Нижнего Новгорода, наши специалисты библиотек, музеев, архивов из Чувашской республики уже подключились. Здесь у нас присутствуют коллеги из Национальной библиотеки Республики Марий Эл. И мы им очень рады. Уже такое ощущение, что мы друг для друга филиалами стали. Вот. Это очень хорошо, потому что проблемы, которые сегодня мы будем рассматривать, они как были актуальными, так и остаются. И мы очень благодарны федеральным центрам нашим, которые стоят во главе этой работы. Вы нам очень нужны, вы нам полезны, скажем так. И вот в этом году в нашей библиотеке, например, сложилась ситуация, когда все те практические знания, которые мы получали на семинарах по сохранению библиотечных фондов, нам очень пригодились. Где-то порядка 800 книг у нас было залито, мы их спасали все как могли. Очень порадовало, что неравнодушными остались все отделы, вплоть до отдела автоматизации. Вот что значит привлечь вовремя внимание к этой проблеме. Поэтому я думаю, что для нас всегда будет эта тема актуальной, для нас всех, библиотек, архивов и музеев, потому что мы сохраняем то, что является нашей историей. И, как показал опыт, цифровая информация не всегда надежна, она исчезает, и уже нужны источники, с которых нужно заново делать эту копию. Ну, в разных ситуациях по-разному все это складывается. Но тем не менее, то, что мы имеем в печатном виде, мы еще больше стали ценить после этой ситуации. Я думаю, что у всех коллег, которые здесь сидят, такое же мнение, иначе они бы здесь не были. Поэтому вот сегодня этот семинар для нас особенно полезным. Он уже становится традицией, и регионы Приволжского федерального округа всегда подключаются к таким семинарам. Мы тоже по возможности, когда проводятся подобные семинары, подключаемся. Сегодня мы особенно ждем выступления Ольги Анатольевны, потому что у нас очень много вопросов по созданию региональных центров консервации и реставрации. Я думаю, уже все сидят и ждут, когда можно будет эти вопросы задать. Вот. И коллеги из разных регионов поделятся со своим опытом. Я думаю, что не нужно больше никаких слов лишних, лучше сразу перейти к практическим нашим вопросам. И, Ольга Анатольевна, мы знаем, что вы уже подключились. Тогда, если возможно, мы даем вам слово. Спасибо, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Не слышим вас. Совсем не слышите? Так, слышно? Слышим. Отлично, замечательно. Тогда, раз уж мы начали тестировать и звук, и видео, у меня тогда большая просьба. Я передавала несколько видео, мне помогут, да, видео у вас, и вот в какой момент мне нужно будет их включить, ваши технические службы смогут это сделать. Я правильно понимаю, да, все правильно? Ольга Анатольевна, извините, но, к сожалению, этого видео у нас нет. Угу. Сейчас принесут его, и мы подключим. Угу. Я отправляла 2 фрагмента, и, соответственно, если можно, да, как бы мне подтвердили, что они получены. Попробуйте, пожалуйста, их найти. Но если их не будет, ничего страшного, мы можем... Будет, обязательно будет, минут через 5. Ничего страшного. Пока можно что-нибудь другое, наверное, говорить. Конечно, безусловно, я не с них начинаю в любом случае, но просто они нам понадобятся. Уважаемые коллеги, спасибо большое, что пригласили на этот замечательный семинар. Мне очень важно, и я очень рада, что тема сохранности поднимается на всех уровнях и во всех регионах. И наш проект, он, безусловно, он появился не на пустом месте, а действительно сформирован на, в общем-то, таком поле
мы все испытываем необходимость решения проблемы сохранности фондов. И не случайно в 2020 году мы провели всероссийский мониторинг состояния сохранности фондов, в котором приняли участие практически 252 библиотеки субъектов Российской Федерации. Да, сейчас я... 252 библиотеки субъектов Российской Федерации. Этот мониторинг нам с вами показал, собственно, показал те цифры, которые многих ужаснули, многие, собственно говоря, и ожидали подобных цифр. Мы поняли, в чем состоит основная проблема с точки зрения сохранности фондов, с точки зрения консервации фондов. Обследовали мы порядка 284, на самом деле, миллионов единиц хранения, и примерно 9 миллионов единиц хранения редких документов выяснилось, что нуждается в реставрации. Причем из них 3 миллиона – это региональные фонды. Выяснилось, что из всех библиотек, напоминаю, 252 исследованных, порядка 80% не оснащены в должной мере консервационным оборудованием, ну а реставрационным, соответственно, что уж тут говорить. И кроме этого были исследованы разные параметры соответствия не только нормативным условиям хранения, но и размещения документов и так далее. И цифры, я уверена, что цифры 2020 года всем вам известны, поэтому повторять их особенно не планирую. И более того, в 2023 и все вы, я уверена, тоже приняли участие в новом этапе, во втором этапе всероссийского мониторинга сохранения библиотечных фондов. И, собственно, методика этого второго этапа позволила нам сконцентрироваться на наиболее ценном, на невосполняемом фонде. То есть мы немножечко сконцентрировались на проблемах редкого фонда, то есть того фонда, который требует нашего особого с вами внимания. И, пользуясь случаем, конечно же, я хочу вас всех поблагодарить, всех, кто принимал участие в этих исследованиях, потому что именно эти исследования дают нам с вами такой вот материал для проектирования дальнейшей нашей деятельности. Что, собственно говоря, ну, собственно, это тот самый краеугольный камень, с которого начинается любая наша федеральная совместная системная работа. Я не буду сейчас вам представлять результаты мониторинга 2023 года. Она сейчас, эта работа продолжается и находится на этапе анализа. Марина Львовна Максимова, наш специалист, кандидат социологических наук, куратор мониторинга, проводит сейчас большую исследовательскую работу. В принципе, уже к концу года мы опубликуем первые результаты, и более того, на совещании директоров, которое будет у нас 28-29 ноября в Российской государственной библиотеке, уже первые результаты будут оглашены. Но, безусловно, такое исследование более полное будет выложено уже у нас в следующем году, в январе-феврале. Я рекомендую, конечно, вам всем повнимательнее отнестись к тому, что мы выкладываем на нашем официальном канале, на нашем официальном сайте Российской государственной библиотеки. Что самое важное по результатам этого мониторинга, этого этапа, мы с вами должны прийти к пониманию, что цифры сами по себе хороши, впечатляющие, и действительно к ним можно апеллировать при планировании своих дальнейших действий. Но самое важное, чтобы мы с вами выработали какую-то единую систему отношения к этим цифрам, как мы с ними будем дальше работать. И, безусловно, должна быть создаваться какая-то единая методика работы не только с этими цифрами, но, собственно, с поврежденными фондами, причем с учетом движения системы, да, с учетом всех ее элементов, и движения фондов, и читательского спроса, и критериев отнесения документа к книжным памятникам, редким и ценным документам. То есть все составляющие мы должны учесть, чтобы понять, на что в первую очередь мы должны обратить внимание, какие конкретные действия мы должны предпринимать в первую очередь, какие во вторую, какие в третью и так далее. Но это уже, конечно, вторичная работа по результатам мониторинга. Я надеюсь, что в следующем году мы как раз вот этим всем и займемся. Те данные, что мы получили еще в 2020 году, позволило нам спроектировать федеральную программу.
Федеральную программу, вы помните, что в 2020 году закончился второй этап национальной программы сохранения библиотечных фондов. И, соответственно, эти данные 2020 года были положены в основу проекта третьего этапа программы. Но, к сожалению, из всего, что мы представили в Министерство культуры совместными усилиями, это не усилия одной российской государственной библиотеки, все федеральные библиотеки принимали в этом участие, и ряд региональных, спасибо им большое. Но, тем не менее, из 5 направлений пока, к сожалению или к счастью, все-таки оно существует, так сказать, в общественное пространство и в нашу практику вошло только одно направление, было поддержано Министерством культуры Российской Федерации, в том числе и финансово. Это создание региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Ольга Борисовна Любимова поставила перед нами задачу создания до 2030 года 40 таких центров консервации и реставрации. И с прошлого года мы начали такие центры открывать, региональные. В среднем планировалось открыть по 5 центров, но в 2022 году мы открыли 2. В этом году мы рады представить вам результаты нашего проекта. Мы открываем 4. Понятно, что ядром сети, координирующим центром является Российская государственная библиотека, Федеральный центр консервации и реставрации, который пока, к сожалению, функции федерального центра выполняет управление обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки. Пока мы в какой-то степени те самые сапожники, которые без сапог, потому что Федерального центра консервации и реставрации РГБ пока не существует, на это финансирование пока не выделяется. Ну, а сейчас я расскажу поподробнее об основных положениях проекта. И, кроме того, в нашем сегодняшнем обсуждении я уже услышала о том, что принимают участие представители Нижнего Новгорода. Это наш пилотный проект. Одним из первых был открыт, точнее, не то, что одним из первых, именно первым был открыт в Нижнем Новгороде в прошлом году. Галина Сергеевна Тарасова расскажет, наверное, уже поподробнее о своих достижениях, о достижениях своего центра, тем более, что им действительно есть о чем рассказать, похвастаться, похвалиться. Итак, о проекте. Руководитель проекта, начальник управления обеспечения сохранности фондов РГБ Александр Анатольевич Сашнин, а вся организационная поддержка отдела комплексных проектов по сохранности Российской государственной библиотеки. На официальном сайте Российской государственной библиотеки вы можете найти в разделе «Профессионалам» ту часть, которая посвящена проекту. И там, собственно, все необходимые материалы вы сможете найти. Что такое, я понимаю, под необходимыми материалами? Это прежде всего, конечно же, концепция открытия региональных центров, точнее сети региональных центров консервации и реставрации, в которой описаны все основные критерии вхождения регионов в проект, все составляющие технические и технологические проекта, которые должны быть воплощены в создаваемом центре реставрации. И там же вы можете найти ежегодные дорожные карты, которые мы согласовываем с Министерством культуры. Практически это происходит в марте-апреле текущего года, по которым мы открываем центры, выигравшие конкурс на участие в текущем году. Там же вы найдете и пакет документов, и анкету-заявку на участие в этом проекте. Основная цель проекта, такая важная цель, сформулированная в концепции, дать возможность регионам самостоятельно решать задачи по консервации и реставрации библиотечных фондов. В общем-то, и до сих пор у нас сохраняется пока практика, что сложные задачи, которые встают перед библиотеками региональными, практически решаются с помощью федеральных центров и Российской национальной библиотеки, Российской государственной. Библиотека иностранной литературы принимает активное участие в жизни регионов, в решении консервационных задач. Но таким образом глобально задачу, которая перед нами стоит, конечно же, не решить. Именно поэтому мы акцент смещаем на региональный центр. И, безусловно, основная, скажем так, основной продукт, который мы получим в результате, сформулирован в графе «Цели и ключевые показатели проекта».
Мы попытались сформулировать, рассчитать тот минимальный, скажем так, блок показателей, которые каждый региональный центр в первый же год открытия обязан выдать, обязан сделать по итогам года. Выделили всего 3 показателя, но они очень важны с учетом данных того мониторинга, о котором я говорила, собственно говоря, в начале. Каждый центр к концу года, первого года своей жизни должен уже отреставрировать не менее 90 редких и ценных документов. Должна быть проведена фазовая консервация не менее 1500 изданий, 1500 документов и срочный библиотечный переплет не менее 1100 документов тоже произведен. Сам региональный центр консервации и реставрации создается на основании соглашения о сотрудничестве между Российской государственной библиотекой и библиотекой региона, в котором он открывается. Координация деятельности регионального центра осуществляется, безусловно, из Москвы, из Российской государственной библиотеки. Мы оснащаем эти центры необходимым специализированным оборудованием, проводим методическую консультационную деятельность, обязательно повышаем квалификацию каждого сотрудника, каждого специалиста регионального центра открываемого. А вот решение вопросов текущей деятельности, безусловно, текущей деятельности центра, безусловно, возлагается на региональную библиотеку. Потому что, собственно, региональный центр консервации является структурным подразделением конкретной библиотеки, где он открывается, на правах отдела. Кроме того, что центр должен решать производственные задачи, которые ставит перед ним, собственно, библиотека, те поврежденные фонды, которые необходимо восстановить. Центр потому и носит громкое имя региональный центр, потому что он должен решать задачи региональные. Имеется в виду не только подшефные библиотеки, но и другие структуры, фондодержатели, фондохранители могут обращаться в этот региональный центр за профессиональной консультацией и помощью. И тот опыт, который мы имеем и в Нижнем Новгороде, и Рязани, позволяет нам надеяться, что именно так и произойдет, потому что интерес фондодержателей региональных к открытию центров библиотеки очень высок. Если мы говорим о критериях для участия в проекте, то их немного, но они очень понятные, очень ясные. Это прежде всего, конечно, технические, технологические требования, требования к штату, к персоналу, который набирается в центр, финансирование очень важно и подтверждение, соответственно, тех ключевых показателей, что центр берет на себя обязательства по определенным видам работ, которые он обязан делать и выполнять свой, собственно, производственный план. По поводу технических и технологических требований, ну, прежде всего, это площадь помещения, библиотека должна выделить не менее 120 квадратных метров. Это у нас прописано в концепции. Но опять-таки я апеллирую к практике. И поверьте, 120 это очень мало. Для того, чтобы разместить все то оборудование, которое мы привозим, для того, чтобы организовать грамотные, правильные производственные места, рабочие места для сотрудников, необходимо не менее 150 квадратных метров. И тот опыт открытых центров, о котором я сегодня тоже расскажу, говорит о том, что наиболее хорошие проекты получаются, если у нас с вами, ну, как минимум 150-200 квадратных метров есть. Обязательно, конечно, мы приветствуем и отдельно стоящее здание, если есть такая возможность. Вот в Рязани у нас, в Рязанской библиотеке, нашли такую возможность. Замечательный получился центр, который находится недалеко от библиотеки, но это отдельно стоящий филиал, отдельно стоящее здание.
Это может быть и не отдельно стоящее, а интегрированное в библиотеке находящееся помещение, но, конечно, хорошо бы, чтобы это была какая-то зона выделенная. Желательно с отдельным входом. Если нет возможности отдельного входа, то, по крайней мере, она должна быть, вход должен быть ограничен, вот зона реставрационного центра должна быть такой локальной. И вход, чтобы туда осуществлялся, ну, с некоторыми там проблемами, как минимум для читателей, и, соответственно, чтобы и сотрудники библиотеки тоже вот как-то был вход других сотрудников был каким-то образом ограничен. Обязательно, чтобы это был не подвал. Естественное освещение в региональном центре просто необходимо. К сожалению, основную базу проекта все равно составляют цокольные этажи. Как правило, предоставляют именно такие помещения, потому что они ближе к производственным. Есть возможность нагрузка на пол, потому что это тоже такой серьезный показатель, который мы должны учитывать. Поэтому, конечно, как правило, нам в проект попадают цокольные этажи, но хотя бы, чтобы они были такие высокие цокольные этажи, чтобы свет проникал в помещение. Оптимально, конечно, все-таки второй, третий этаж, первый этаж, то есть полноценный этаж, полноценное естественное освещение. Мы должны с вами предусмотреть возможность зонирования, то есть это не там спортивный зал, да, а тем не менее тот спортивный зал или то помещение, которое мы сможем с вами отгородить, зонировать в соответствии с производственными цепочками и теми технологиями, которые мы хотим внедрить. Обязательно должны быть все коммуникации, то есть электричество, вентиляция, вода, интернет. Обязательно интернет, потому что мы будем подключаться с вами, обязательно поставляем в том числе и видео, и аудио оборудование для связи с федеральным центром очень хорошего, высокого качества, чтобы была возможность у каждого регионального центра не только участвовать в каких-то методических мероприятиях в сети, но и проводить реставрационные советы, получать специализированные консультации и не ехать для этого с объектом консультации в Москву, а достаточно того, что вы сможете в очень хорошем качестве показать это конкретному реставратору или, соответственно, совету экспертов, которые будут специально собираться под конкретное мероприятие. Ремонт – немаловажный вопрос, который тоже решает регион. И здесь я только подчеркну, что кроме того, что у нас есть брендбук, которому должен соответствовать каждый региональный центр, это значит, что он должен быть в тех цветах и в тех элементах, декоративных элементах, которые прописываются брендбуком. Но и, безусловно, ремонт должен касаться капитальных вещей, то есть нельзя забывать про вытяжки, про вентиляции, про подводы воды, подводы электрические и так далее в соответствии с проектом, который будет утверждаться, во-первых, создаваться сотрудниками ОКПС совместно с библиотекой, но, во-вторых, соответственно, утверждаться Российской государственной библиотекой совместно же с библиотекой. Подробное планирование помещений проводится уже после того, как библиотека выигрывает конкурс, если она выигрывает, и тогда мы в соответствии с нашей дорожной картой дальше продолжаем работу и начинаем оснащать эти площади. И кроме того, в этом планировании, я просто единственное, на что хочу обратить ваше внимание, мы обязательно рекомендуем каждой из библиотек учесть интересы своих сотрудников. То есть там должны обязательно быть места общего пользования, санитарные комнаты, комнаты приема пищи. То есть то, что делает, в общем-то, знаете, как нельзя забывать про людей. Все должно быть не просто функционально, да, но и еще и удобно для тех, кто в этом проекте участвует, для основных работников. При этом, конечно же, Российская государственная библиотека, обладая большим методическим потенциалом, готова и будет отлаживать в региональных центрах, в каждом из открывающихся региональных центров, технологические цепочки и консервационные процессы, которые реализуются отделом реставрации РКБ. Безусловно, мы будем опираться на наш опыт, и именно наш опыт, наши методики будем транслировать в регионы.
И это, в свою очередь, скажем, в том числе влечет следующий момент, что, безусловно, мы, внедряя свою производственную практику, отвечаем фактически за качество того, что делают региональные центры в регионах. Поэтому определенный контроль технологический, определенный контроль качества, конечно, мы тоже закладываем в проект с нашей стороны. Если говорить о штате, мы так с вами быстро пробегаемся по всем составляющим проекта, если говорить о штатном расписании, то в нашей концепции прописано не менее 5 человек. Но, безусловно, 5 человек не решают все производственные задачи, которые мы заложили в проект. И очень сложно с 5 человеками выполнить весь спектр. Поэтому, конечно, во всех открытых уже на сегодняшний момент центрах 5 человек мы не соблюли это условие от 7. Я очень прошу вас, если вы хотите принять участие в этом проекте и рассматриваете эту возможность, все-таки предусмотреть хотя бы 7 человек. И то большие сложности с тем, что руководитель центра, у центра, безусловно, должен быть руководитель. Но вот по тому объему работ, которые тут закладываются, руководителю придется в этом случае быть еще выполнять какие-то специальные действия. То есть он может быть либо реставратором, он должен будет реставрировать, либо заниматься превентивной консервацией, принимать участие не только в организационной части центра, но и в профессиональной. И, соответственно, если говорить о содержательной части, то кроме руководителя центра должны быть как минимум 3 художника-реставратора, как минимум 2 переплетчика. В принципе, вот эти 2 показателя могут меняться, может быть, в зависимости от потребностей каждого регионального центра. Возможно, где-то большая потребность в переплете, в массовом переплете, тогда 3 переплетчика и 2 художника-реставратора. Ну и, соответственно, то, что мы обязательно вводим такая обязательная планка, у нас должен быть 1 специалист превентивной консервации, как минимум 1, но в принципе и как минимум, и, в общем-то, это достаточная единица. То есть это человек с химическим образованием, либо биологическим образованием, который занимался бы прикладными исследованиями в интересах реставрационных, консервационных процессов, которые осуществляет региональный центр. И, соответственно, взял бы на себя всю часть, касаемую превентивной консервации, организации деятельности по превентивной консервации в библиотеке региональной. Вот, собственно, основные виды деятельности структуры регионального центра, как нам это видится, как мы это воплощаем в каждом из региональных центров. При этом каждый центр индивидуален. Это просто те составные части, которые там должны быть, а уж каким образом вы их спроектируете, что больше, что меньше, в какой последовательности они будут размещены и так далее, это, конечно, уже дело каждого конкретного регионального центра. Итак, прежде всего, безусловно, реставрационные мастерские – это самая профессиональная, самая оснащенная часть центра. Еще одна часть, которая тоже мы добавляем, и, в общем-то, это такая терра инкогнита для регионов, это научная лаборатория, которая будет заниматься практическими исследованиями в области реставрации, консервации фондов. Переплетно-картонажный участок – это как раз тот участок, который будет заниматься, во-первых, массовым переплетом библиотечных фондов и, соответственно, фазовой консервацией. То есть мы специально поставляем плоттер, широкоформатный плоттер, на котором можно изготавливать контейнеры из бескислотного картона, защитные короба для наших редких и ценных фондов. Это все вот относится к переплетно-картонажному участку. И еще один важный момент. Мы обязательно, учитывая, собственно, региональный статус центра и необходимость постоянного повышения квалификации как работников центра, так и специалистов по сохранности фондов региона, у нас обязательно с вами должен быть вот этот 4-й пункт, это учебно-методический комплекс,
который оснащается тем самым видео и аудиооборудованием, о котором я говорила, говоря об оснащении. Собственно, какие направления деятельности мы рекомендуем к внедрению в центрах? Это комплексная научная реставрация, чтобы она в себя не включала, то есть, соответственно, просто по определению, по дефиниции, это вся научная реставрация. Промывка, очистка, восполнение утрат и так далее. Не буду углубляться, конечно же, в специфику. Ручная нейтрализация, механическую нейтрализацию массовую нейтрализацию мы не поставляем, такое оборудование для центров. В том числе реконструкции металлических, деревянных элементов переплета и так далее. Еще одно из направлений – это срочный библиотечный переплет, производство защитных контейнеров, о которых я говорила. Очень важный момент – инкапсуляция листовых материалов. Мы поставляем специальное оборудование, инкапсулятор, для того, чтобы вы смогли защитить защитными конвертами те листовые материалы фотографий, которые есть в ваших фондах. Биологический, климатический, санитарно-гигиенический контроль, стабилизационная обработка фондов, прикладные исследования, то, о чем мы уже говорили в научной лаборатории, дезинфекция, дезинсекция документов и очень важный аспект реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением фондов, о которых я уже услышала в зачине нашего сегодняшнего семинара. Я думаю, это тоже важная история. Методом вымораживания мы поставляем специальное оборудование, которое тоже может в какой-то степени решать проблемы, связанные с неожиданным, с чрезвычайными ситуациями, с теми же самыми заливами. Ну, правда, 800, сколько вы говорили? 800 единиц? Да, 800 книг у вас залито. Я не очень уверена, что мы бы решили проблему всех этих 800 единомоментно, но тем не менее очень сильно бы вам это оборудование помогло. Безусловно, про повышение квалификации, о котором я тоже говорила, и оказание методической и консультационной помощи библиотекам, учреждениям культуры региона. То есть это вот тот спектр деятельности, те направления деятельности, которые региональный центр берет на себя. По поводу финансирования, это еще один из критериев отбора региона для участия в проекте. В проекте обязательно должно быть софинансирование региона. То есть все финансирование проекта делится на федеральную часть и региональную часть. Участие региона – это прежде всего предоставление помещения, приведение его в необходимый вид, параметры, да, те, которые мы задаем концепцией, решение с коммуникациями, офисное оснащение. Мы не поставляем никакого офисного оборудования и мебели, поэтому все это остается на бюджете региональном. Безусловно, кадры и фонд оплаты труда. И очень важно, касаемо фонда оплаты труда, напомнить то, что, собственно говоря, заработная плата этих специалистов должна быть не меньше средней по региону. Это очень важный аспект, потому что мы растим профессионалов, мы повышаем квалификацию специалистов до очень хорошего уровня, доводим до аттестации. Поэтому человек, конечно, который получил такие специализированные знания и умения, безусловно, он стоит дорого. И будет очень обидно, если неудовлетворенные оплатой труда люди будут уходить в другие организации. Мы с вами должны об этом тоже позаботиться. И, безусловно, участие региона проявляется в том числе в ежегодной ресурсной поддержке деятельности. То есть все закупки материалов, которые необходимы для осуществления производственной деятельности регионального центра, безусловно, это тоже в ведении региона находится. Со своей стороны, федеральный бюджет оформляется в виде субсидий, которая передается в Российскую государственную библиотеку. А Российская государственная библиотека уже, соответственно, на эти средства прежде всего закупает специализированное оборудование, конкретно под созданный проект, созданный совместно с библиотекой проект.
Все последующие годы в постгарантийном периоде мы обслуживаем это оборудование, то есть мы не переводим это на регион, а самостоятельно заключаем договора и находим подрядчиков в общем-то, именно тех хороших подрядчиков, которые действительно смогут это сложное оборудование обслужить в должной мере, чтобы мы его не потеряли, ну, там, достаточно долгое время оно нам служило и приносило пользу региону. Безусловно, сюда входит все методическое сопровождение деятельности, обучение сотрудников региональных библиотек. И прошу отметить, что мы обучаем не только в год открытия центра, и не только, как мы задавали рамками проекта, что не менее раза в 3 года каждый сотрудник может пройти какое-то повышение квалификации. В этом году мои коллеги из Нижнего Новгорода и Рязани не дадут мне обмануть. Мы обучили порядка 11 человек из этих 2 регионов. Это вновь принятые сотрудники. Несмотря на то, что мы обучили всех сотрудников, которые были приняты в год открытия, мы уже и в этом году, в 2023, через год, обучили еще 11 сотрудников. Часть из них по программам повышения квалификации, но основная часть по индивидуальным стажировкам, что, собственно говоря, очень важно, потому что каждая конкретная задача, возникающая новая задача, непонятная задача перед сотрудником регионального центра, она оформляется в виде индивидуального запроса, и мы ее решаем на производственной базе РГБ, обучаем человека, как справляться с этой конкретной задачей у себя в регионе. То есть это такой важный момент, который тоже, ну, такой один из самых привлекательных, наверное, в этом проекте. Вот о чем я говорила, об итогах обучения 2023 года. Здесь посчитаны все специалисты, которые у нас обучались и новых регионов, и, соответственно, тех регионов пилотных проектов Нижнего Новгорода и Рязани. Так как это все практическая работа, и все обучающиеся прошли обучение у специалистов высшей категории и первой категории, ну, это достаточно великие цифры. Немножечко хвастов, да, как это сейчас у молодежи принято, хвасты. Так вот, это наши замечательные центры Рязани и Нижний Новгород. Вот плановые показатели, они полностью выполняют в конце года, и я думаю, что прогнозные цифры будут чуть больше, но я человек осторожный, поэтому останавливаюсь на тех цифрах, которые заданы планом и которые нам, собственно, по результатам 3 кварталов уже подтверждены, 4-й пока прогнозный, но я уверена, что мы с этими цифрами год закончим. Представляете себе, что не менее 180 документов редких и ценных в регионах уже отреставрировано на базе наших региональных центров, что 3000 микроклиматических контейнеров, защитных коробов для ценных документов тоже сделано. И массовый библиотечный переплет попало 2200 документов, не менее 2200 документов. Кроме того, еще о чем я хотела сказать в контексте обучения сотрудников и взаимосвязи методической федерального центра и региональных, это новый формат, который мы ввели с этого года, с 2023 года, это формат образовательных семинаров-практикумов. Сделали мы их совместно с нашими пилотами, то есть с открытыми центрами. Команда Российской государственной библиотеки, специалистов, это реставраторы, это переплетчики, специалисты по превентивной консервации выезжают в конкретный регион и совместно со специалистами регионального центра организуют производственный семинар, на котором учат работать руками. То есть это, безусловно, сначала идет лекционная часть, то есть введение в практику конкретной темы или технологии, а потом день или 2 посвящается чистой практике. То есть каждый, приехавший на этот семинар, отрабатывает руками
основные технологические процессы, которые мы внедряем в конкретном центре. Вот 18-19 мая мы в Рязани проводили семинар-практикум по фазовой консервации актуальные аспекты, то есть мы рассматривали варианты ручной и механизированной изготовления защитных коробов из бескислотного картона и конвертов из инертной пленки. Соответственно, посмотрели, каким образом работают плоттеры и как сделать вручную, какие бывают разные варианты вручную отработать, сделать такие контейнеры. И то же самое касается инкапсулирования. А вот в сентябре 13-15-2023 года уже в Нижнем Новгороде мы провели семинар-практикум «Массовый библиотечный переплет технологий». Соответственно, сколько человек участвовало и что это было, тоже вы видите на экране. Надо сказать, что мы не гонимся за миллионниками, то есть мы и не ждем, что на таких семинарах будет принимать участие 200-300 человек. Несмотря на то, что очень большой интерес, в том числе дистанционный, нас просят выложить методические материалы, видео с мастер-классов. Мы обязательно все это сделаем. Уже по Рязани мы уже все выложили, по Нижнему Новгороду пока мы еще верстаем, все это делаем, монтируем. Но обязательно до конца года все это выложим. Тем не менее, конечно, посмотреть и сделать руками – это совершенно две разные вещи, поэтому требуется значительно больше времени, но этот навык уйдет с человеком, уйдет вместе с человеком, который пришел его получить. Я имею в виду, что в любом случае больше 100 человек на такой семинар мы все равно в очное участие вместить не сможем. Если сейчас уже можно показать видео, то я бы попросила, чтобы мой долгий спич был как-то прерван и показан замечательный ролик с экскурсией, например, с официальной экскурсией из Рязани, если есть такая возможность. Ольга Анатольевна, мы подключили видео, сейчас его запустят. Спасибо вам огромное. Тогда давайте посмотрим, как и вы заодно посмотрите, что из себя представляет реставрационный центр. Это, напоминаю, Рязанская областная универсальная библиотека имени Горького, и, соответственно, там у нас отдельно стоящее здание, в котором организован реставрационный центр. А посмотрите вы церемонию открытия, где первые лица обходят, первые лица региона, безусловно, обходят, собственно, сам центр, и им показывают основное оснащение реставрационного центра.
Коллеги, ну вот, собственно, разбавили мой долгий спич видеокадрами. Вы посмотрели, имели возможность увидеть, соответственно, то оборудование, которое мы поставляем, как на нем работает. И, собственно, одновременно уже увидели и один из роликов, который мы на открытие Ижевского центра этого года тоже запускали. То есть вот 2 центра у нас уже открыто в этом году. В дополнение к Нижнему Новгороду и Рязани, это у нас в Ижевске, библиотеке Удмуртии, Национальной библиотеке Удмуртии, и в Красноярске, библиотека Красноярского края. Соответственно, буквально завтра мы откроем центр в Воронеже, и, собственно, я сейчас нахожусь в этом замечательном городе. Мы готовимся к открытию, и 1 декабря будет открыта реставрационный центр в городе Кирове. Вот, собственно, планы на наш сегодняшний, на этот год. Отчеты, безусловно, выложим. Наталья, микрофон включите. Отчеты мы обязательно выложим. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что у нас будут прямые трансляции, вы все можете поучаствовать в этом достаточно зрелищном. В этом году у нас получается все достаточно зрелищно, потому что мы национальный колорит пытаемся ввести в наши официальные церемонии. Ну, а для тех, кто в этом году не попал в проект, но планирует в следующем году, я напоминаю, что мы буквально до 8 декабря еще принимаем заявки на следующий год, но 8 декабря четко закроем это окно, потому что нам еще нужно будет время на то, чтобы все проанализировать. И с февраля месяца мы начинаем, в конце января, в начале февраля мы уже начинаем поездки в регионы, подавшие заявки, чтобы, соответственно, посмотреть, насколько они соотносятся с тем, что у нас написано в концепции, и, собственно, реалии проверить, те ли они, что указаны в той анкете, которую заполнили библиотеки. Так, чтобы в марте, в апреле месяце Министерство культуры утвердило нам тот список, с которым мы будем работать в 2024 году. Ну а как принять участие в программе, мы с вами... Так, как принять участие в программе? Вот здесь, на этом слайде вы можете прочитать. Форму заявки можно скачать на сайте РГБ в разделе «Региональные центры консервации и реставрации». Из чего состоит заявка? Это, собственно, из анкеты и сопутствующих документов. Список там предлагается, куда нужно ее отправить и, собственно говоря, ждать, что вам скажут Министерство культуры, что выберет Министерство культуры, что называется, на чем. Рейтинг заявок мы отправляем к марту, как я уже говорила, где-то в начале апреля, в середине апреля мы уже будем знать с вами точно имена победителей. Я пропустила несколько слайдов, если возможно, я бы хотела на них, ну, буквально пробежаться по ним. Это вот как раз те центры, которые открываются в этом году. Здесь те статистические данные, в какой-то степени статистические, это результаты мониторинга. Собственно, это те основания, которые подавались библиотеками как основания открытия.
соответственно, более 4000 в реставрационных работах, около 3000 в климатические контейнеры необходимо, но эта потребность, обратите внимание, только конкретной библиотеки. Здесь не указаны еще и сопроводительные справочки, которые присылала Удмуртия в своей заявке, о том, что и другие фондохранители региона нуждаются в консервационном вмешательстве. Значит, площадь открываемого центра 184 квадратных метра, расположен в здании библиотеки на цокольном этаже, и, соответственно, 9 специалистов работают в этом центре. В Красноярске у нас уже, как вы видите, более 7000 защитные контейнеры потребность, около 3000 документов в реставрационных работах, площадь все-таки больше 120, как вы видите, 171 квадратный метр и 9 ставок в центре. В Воронеже 5000 реставрация, 6000 фазовая консервация, площадь почти 200 квадратных метров и 7 ставок в центре, это на текущий момент. В Кирове 96 тысяч документов нуждается в реставрационных работах, сумасшедшие цифры, да, 30 тысяч необходимо поместить в микроклиматические контейнеры и площадь, опять-таки, больше 120, 173 квадратных метра. На сегодняшний момент количество ставок в центре 5, но планируется в течение до 2030 года постепенное наращивание ставок в этом центре, о чем, собственно говоря, в заявке тоже прописано и указано. Ну вот, собственно, если в целом, и, ну, не очень вкратце получилось, вы уж меня извините, о проекте я, собственно, практически все рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Ну и еще раз приглашаю вас всех принять участие в наших трансляциях. И, соответственно, напоминаю, что в апреле будет большой семинар. Он теперь у нас стал биеннале, то есть он теперь раз в 2 года. Это семинар реставрации документа, консерватизма и инноваций. Вас всех туда приглашаю. Это большое такое пространство, площадка для обмена опытом реставраторов со всех регионов России, стран СНГ. И в этом году, в следующем, точнее, году, в 2024 году, в апреле, тоже будет достаточно большой пул приглашенных из зарубежных стран. К нам приедут делиться опытом. Не потеряйте эту возможность. Спасибо. Жду вопросы. Спасибо, Ольга Анатольевна. Мы очень внимательно слушали то, что вы говорили, и вы не переживайте, что вам не удалось сказать все, потому что мы не с нуля эту информацию знаем, тоже уже изучали документы, и тоже вот со стороны Чувашской республики мы хотели принять участие, но, к сожалению, по нескольким параметрам мы не подходим для участия в конкурсе. Вот, например, учебный центр у нас находится отдельно от Центра консервации и реставрации. Они находятся у нас на 1-м этаже, а центр учебный на 4-м этаже. Там у нас в самом центре 116 квадратных метров, а в самом центре обучающем где-то около 60. Вот подходим мы в этом плане или нет, наверное, мы считаем, что не подходим, потому что в самом центре у нас еще окна такие маленькие, свет, конечно, там проникает, но 2 комнаты вообще глухие, без окон. Комната для приема пищи и комната сотрудников, это у нас все есть, потому что у нас библиотека после реконструкции, но это не компактно в одном месте находится. Вот. И то, что касается специалистов, у нас заведующий центром очень квалифицированный специалист. Все обучения, которые проводились по направлению, она проходила, она имеет химическое образование, все как надо. Вот. Но еще какие у нас там параметры, Татьяна Александровна, не подходили мы? Да, еще вот у нас 4 сотрудника только работает, и мы хотели спросить, то вот этот план, который привязывается к центру, он вне зависимости от количества остается на центре. Вот смотрите, ну, во-первых, конечно, мы Земфиру Георгиевну знаем, и как прекрасного специалиста, и очень впечатлены успехами и действительно ее достижениями.
4 человека – это мало для центра однозначно, а вот те плановые показатели, которые мы закладывали в концепцию, это рассчитано из расчета, опять-таки, минимального количества сотрудников, то есть как раз те самые 5 человек, которые у нас прописаны в концепции. То есть, дело в том, что мы поставляем оборудование, которое позволяет автоматизировать многие процессы, и поэтому, безусловно, производительность труда возрастает. Поэтому не надо пугаться этих цифр. Это оборудование вам позволит это сделать совершенно, ну, в общем-то, ну, скажем так, мне кажется, это будет не очень сложно. Мы то есть, Ольга наоборот, упрощаем. Извините, я вас перебила, я хотела спросить, вот то, что у нас учебный центр не рядом с самим центром консервации и реставрации находится, это возможно такое или нет? Понимаете, в чем дело? С одной стороны, безусловно, это возможно, и это, наверное, даже в какой-то степени правильно, что библиотека использует свои помещения, ну, образовательные. У вас лицензия есть на ведение образования? Есть. Ну вот, видите, у вас уже, по крайней мере, есть определенный плюс, вы можете на своей базе реализовывать какие-то программы по сохранности в том числе. Это правильно, что библиотека как-то унифицирует, да, помещение, и у них есть возможность проводить разные программы в хорошо организованном пространстве. Но с другой стороны, у нас возникают тогда сложности уже такого характера. Мы планируем постоянную связь, ну, скажем, такую оперативную связь с региональным центром, и поэтому и оборудование такое поставляем, там видео, аудио оборудование. И нам важно, чтобы, например, так как это, ну, достаточно наукоемкие вещи, сложное оборудование, чтобы можно было организовать трансляцию, организовать какой-то обучающий момент с конкретного участка центра. То есть, например, пришло в какое-то проблемное состояние или какая-то проблема с плоттером. Плоттер итальянский, сложный, и, соответственно, с федеральным центром, чтобы помогли. Для этого вот все это компактно, тут же вот выстраивается эта история в конкретном участке с плоттером. Понимаете? Если у вас это место, чтобы мы могли это сделать, это же тоже фактически как бы элемент, то, что мы относили к научно-методическому комплексу, понимаете, да? Ну, я думаю, в организации такой связи не будет проблем, у нас есть такие возможности. Если не будет, и если вот то оборудование, что мы поставляем, оно не уйдет в этот обучающий образовательный тогда класс, а оно будет, соответственно, использоваться на участке, тогда да. То есть тогда вам придется, имея площади, скажем, другие, иметь 2 комплекта видео-аудио оборудования. Одно из которых, соответственно, вам придется самостоятельно каким-то образом. Вот, собственно, все сложности. Еще, Ольга Анатольевна, поскольку уж мы про наш тут центр заговорили, вот эти 7 минимальных единиц, так скажем, они должны быть уже на момент подачи заявки, или это достаточно гарантийного письма, что в случае поддержки мы обеспечиваем эти 7 единиц? Ну, смотрите, вы же уже видели, да, картинку по Кирову, я уже показала, что на момент открытия центра там 5 человек, но 5 человек обязательно. У нас минимальная планка 5 человек по концепции, 5 специалистов. Но мы всячески объясняем, и, безусловно, у той заявки будет больше шансов, которая подтверждает больше возможность привлечения большего количества специалистов, просто потому что производительность выше будет у центра, и больше перспектив у конкретного центра будет. Поэтому, конечно, мы рассматриваем варианты, что вы можете, например, на этот год, на год открытия 5 человек, но Министерство культуры вам подтверждает, что в следующем году, там, ваше Министерство культуры, региональное, утверждает о том, что в следующем году оно готово вам еще выделить финансирование там 1, 2, 3 ставок и так далее. Либо же расписать до 2030 года, каким образом вы будете добавлять эти ставки. Но это не то, что при условии выделения, а вам в этом письме Министерство культуры, или я не знаю, как у вас организован там орган исполнительной власти, он должен написать о том, что он это гарантирует. Тогда, конечно, ну хотя бы что-то, чтобы у нас с вами были какие-то подтверждения участия регионального. Потому что иначе, понимаете, в чем дело? Мы очень боимся
в микропроекты входить, потому что федеральный бюджет, он в принципе тот же самый останется, да, на вас, на конкретный центр. То есть мы закупим много хорошего оборудования, но оно просто у вас в чехлах будет стоять, потому что вы не сможете на нем работать в полной мере. И тогда зачем? Мы будем тратить деньги большие на его обслуживание. Ну, то, что выделят там единицы, наверное, это не проблема. Я имела в виду на момент подачи заявки, вот у нас будет 4 человека, но с гарантийным письмом, что остальные ставки будут выделены в течение 2024-2025 года. Да, на момент подачи 4 это не страшно. Главное, чтобы в год открытия у вас было не меньше 5. И соответствующим увеличением, подтверждением увеличения вот от вашего исполнительного органа власти. Спасибо большое. Коллеги, у вас есть вопросы? Тут у нас коллеги из Национальной библиотеки Республики Марий-Эл. Ну, насколько мы узнали, они в этом году не собираются участвовать. Мы все раздумывали, конечно, но сейчас я, когда вас слушала, я подумала, что у нас есть некоторые вариации, что-то предпринять, что-то изменить, что-то куда-то перевести. И мы, наверное, после семинара будем разговаривать уже с директором нашим, вот как раз о наших проблемах. И думаю, что мы, может быть, успеем. Ну, попробуйте. Будем рады, если не в 24-м, так в 25-м. Вы вспомните, должно быть 40 центров, поэтому мы в начале этого долгого пути. Вот, поэтому, да, я думаю, что вам стоит пробовать, особенно если найдете вот общий язык, опять же, да, с органом исполнительной власти. Спасибо, Ольга Анатольевна. Вы прям несколько вопросов наших сняли. Теперь мы можем спокойно с нашим руководством разговаривать. Коллеги, есть еще вопросы какие-то? Мы очень следим за всеми процессами, которые происходят в плане создания региональных центров консервации и реставрации. Очень ждали открытия Воронежского центра, даже расстроились, что оно не состоялось по плану, но теперь выдохнули, вы сказали, что в скорости мы сможем участвовать в этом процессе. Спасибо вам большое. И можно, если у нас будут вопросы, мы будем к вам лично обращаться. Безусловно, конечно, все контакты мои есть, презентация у вас есть, все контакты, пожалуйста. Я очень рада с вами пообщаться. И, Ольга Анатольевна, мы знаем, что вы выступаете из Удмуртии. Большое вам спасибо за подключение. Ой, из Воронежа, извините. Большое вам спасибо, что вы все-таки согласились у нас выступить. Зовите, всегда будем приходить. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Наш региональный центр открылся в декабре 2022 года. И вообще работа по сохранению фонда – одно из ведущих направлений работы нашей Нижегородской Ленинки, которая предусмотрена стратегией развития библиотечного дела в стране до 2030 года. Вообще работа по обеспечению сохранности фондов ведется уже давно, на протяжении 9 десятилетий, с момента создания переплетной мастерской в 1935 году. В 1979 году мастерская была преобразована в сектор гигиены и реставрации, а в 2010 году этот сектор стал отделом. Конечно же, за такой длительный период времени сотрудниками службы консервации наработан большой практический опыт. В период действия национальной программы сохранения фондов мы получили значительный набор консервационного оборудования за счет средств федерального и регионального бюджетов. Это 16 наименований, это оборудование к нам поступало на протяжении с 2000 по 2005 года. Среди них и перфорационно-беговальная машина, пресс для горячего теснения, реставрационный стол, а также листодоливочная машина и многое другое оборудование. Последние 5 лет все мероприятия по сохранению библиотечных фондов осуществлялись в рамках областных программ. И к 2022 году материально-техническое оснащение нашей службы консервации включало 30 наименований.
Показатели работы годовые, которые осуществлялись до 2022 года, вы видите на слайде. К этому же году в штат центра были приняты квалифицированные художники-реставраторы, которые закончили Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. И это, конечно же, во многом предопределило участие нашей библиотеки в федеральном пилотном проекте по созданию региональных центров консервации и реставрации. Вообще, в законе о библиотечном деле Нижегородской области региональный центр у нас был уже создан в 2013 году, а в 2022 году мы как бы осуществили, можно сказать, его перезагрузку. И в конце июля 2022 года между Российской государственной библиотекой и нашей библиотекой подписано соглашение о сотрудничестве. К моменту подписания соглашения нами проделана огромная подготовительная работа. Принято решение за счет присоединения площади соседних помещений к имеющемуся на тот момент помещению переплетной мастерской увеличить пространство центра до 300 квадратных метров. То есть для центра сейчас выделено отдельное крыло высокого цоколя, и расположение центра позволило предусмотреть не только служебную входную зону, но и отдельный вход для посетителей со стороны двора. Как раз на слайде виден этот вход для посетителей. Грамотное обоснование развития направлений деятельности нашего центра перед учредителем региональным принесло свои результаты. И уже в начале августа прошлого года нам выделено региональное финансирование на масштабные работы центра ремонтные и на расходы, которые были связаны с покупкой новой мебели, оплатой командировочных расходов сотрудников, которые проходили повышение квалификации, а также приобретением консервационных и реставрационных расходных материалов. За 4 месяца, это с августа по сентябрь 2022 года, нам предстояло проделать огромную работу по ремонту помещений. Наше здание, где располагается центр, это объект культурного наследия федерального значения, поэтому ремонтные работы осуществлялись на высоком уровне. И несмотря на то, что центр расположен в высоком цоколе, тем не менее особое внимание было уделено гидроизоляционным работам, с них и все ремонтные работы начались. Площадь в 300 квадратных метров сделала возможным выделить отдельно реставрационную мастерскую под переплетные работы, это почти 90 квадратных метров. На этой схеме она окрашена в светло-оранжевый цвет под номером 002. Также реставрационную мастерскую для книг и графики, это соседнее смежное с этим помещением пространство. Также с помощью стеклянных перегородок удалось выделить пространство под лабораторные работы. Также предусмотрена отдельная, как я уже сказала, входная зона и зона для приема посетителей, склад для хранения материалов. Это все удалось обозначить и предусмотреть. Большое внимание при проектировании было уделено системе освещения центра, и для создания таких комфортных условий работы сотрудников система накладных потолочных светильников была еще усилена трековым шинопроводом. К открытию центра все помещения технически были оборудованы новой системой приточно-вытяжной вентиляции и подключено оборудование, которое мы получили в рамках этого проекта от Российской государственной библиотеки в количестве 60 наименований. Также все коридоры центра, все входные двери были оборудованы системой контроля и управления доступа с пластиковыми картами для входа сотрудников. Техническое оснащение центра позволяет выполнять различные направления деятельности по консервации, в которых нуждается библиотечное собрание Нижегородского региона.
Фонд Нижегородской областной библиотеки располагает самым большим в Нижегородской области собранием произведений и печати. Это более 4 миллионов единиц хранения только на материальных носителях, часть которого является национальным библиотечным фондом, это примерно 32% от общего фонда библиотеки. И 19 861 единица – это книжные памятники по хронологическому критерию. По результатам второго этапа всероссийского мониторинга состояния фондов, который был проведен в 2023 году, основными проблемными зонами, которые связаны с необходимостью консервационного вмешательства, по-прежнему остаются большие объемы документов первой и второй категории, находящихся в зоне риска с точки зрения реставрации и фазовой консервации. Среди изданий до 1830 года 565 единиц требуют срочной реставрации, в среднесрочной перспективе нуждается почти 7000 единиц. В фазовой консервации среди документов первой категории срочно нуждается 882 единицы, в среднесрочной перспективе более 6000 единиц. Вообще реставрация, фазовая консервация и переплетные работы являются ключевыми составляющими проекта. И ежегодно, согласно показателям государственного задания, Центр должен восстановить с помощью реставрации, переплетных работ и фазовой консервации не менее 2690 единиц. Для документов первой и второй категории реставрация – это основной вид консервационного вмешательства. Помещение в нашей реставрационной мастерской включает 5 рабочих мест, и в настоящее время сейчас в центре трудятся 3 реставратора архивных и библиотечных документов. Все они выпускницы Суздальского филиала. Реставрация фондов в нашей библиотеке осуществляется в таких вот условных 3 направлениях. Это реставрация изданий до 1830 года, на которые составляется подробная программа реставрации и утверждается она реставрационным советом. Следующее направление – это реставрация памятников печати региональных типографий, цифровые копии, которые мы передаем в Национальную электронную библиотеку. В основном это издания в мягких обложках до 1917 года с механическими повреждениями. И реставрация нижегородских большеформатных газет. Эти подшивки поступают в очень ветхом состоянии, и они, естественно, требуют нейтрализации кислотности и восполнения утраченных частей. Все документы, которые поступают на реставрации, проходят общее обследование, физико-химическое обследование, биологическое обследование. Для проведения лабораторных работ, как уже я выше сказала, в реставрационной мастерской было организовано отдельное место со стеклянной перегородкой и принят специалист-биолог. Помещение небольшое, но около 9 квадратных метров. Здесь у нас размещен новый вытяжной шкаф. Также лаборатория оснащена цифровым микроскопом, измерительными приборами влажности, кислотности. Также в это помещение мы еще разместили морозильный шкаф и сушильный. В коридоре центра выделена дезинфекционная отдельная комната, тоже небольшая, около 9 квадратных метров. В ней мы разместили наш вытяжной шкаф, который у нас уже был до момента включения в этот проект. И в этой комнате на отдельных стеллажах изолируются книги, которые имеют биологические повреждения серьезного характера. И также в это помещение мы разместили в нем автоматическую установку для обеспыливания книг. Разместили мы здесь ее не случайно, так как в коридоре центра есть книжный подъемник, по которому каждый санитарный день из книгохранения спускаются партии книг на обеспыливание. Ежегодно обеспыливание проходит 700 тысяч единиц хранения. В реставрационной мастерской условно выделено несколько зон. Это влажная зона с 2 объемными промывочными ваннами, рядом с которыми видите металлический стеллаж для сушки. В
Те столы реставраторов, которые поступили в рамках этого проекта, имеют сенсорную подсветку, рабочие места укомплектованы инструментами. И благодаря приобретению большеформатного трехметрового стола, вот и как раз его видно на экране, и пресса нулевого формата, организована зона для реставрации большеформатных изданий. Для нашей библиотеки это очень важно, так как наш фонд содержит значительное количество большеформатных изданий, карт, плакатов, это более 20 тысяч. И одна из последних работ нашего реставратора-листовика – это почвенная карта Княгининского уезда Нижегородской губернии, которая была отреставрирована и еще заинкапсулирована. Наши реставраторы имеют практический опыт работы с механизированной реставрацией и на листодоливочной машине, и сейчас они освоили вакуумный стол. За 9 месяцев работы в этом году Центр осуществил реставрацию 58 книг и журналов и 60 номеров нижегородских газет и листовых изданий. В области переплетного дела выполнено на данный момент порядка 800 книг и газет. К настоящему времени все 4 ставки переплетчиков документов у нас заполнены. По технологии массового переплета переплетаются в основном издания 3-й категории в мягких обложках и подшивки газет. На материал крышек мы используем и метлин, а также и дизайнерскую бумагу. В переплетной мастерской оборудовано 5 рабочих мест. Здесь мы разместили наше имеющееся оборудование. Также большое пространство занял огромный плоттер. На плоттере у нас обучено несколько сотрудников-переплетчиков. Результаты работы к настоящему времени мы изготовили 970 контейнеров. К концу года мы должны выйти на показатель 1500 контейнеров. Также мы видоизменили формы отчетности направлений консервации, перешли на электронные, которые одновременно заполняются и отделом фондодержателем, и сотрудниками центра. Все потоки изданий для консервации и реставрации отрегулированы, распределены между отделами. По каждому направлению консервации фондодержатели имеют свои приоритеты. Так, на реставрацию в первоочередном порядке поступают редкие и ценные издания отдела редких книг и рукописей и нижегородские газеты дореволюционного периода. Фазовая консервация выполняется по замерам, которые предоставляют отделы фондодержателей. В первую очередь изготавливаются контейнеры по заказу отдела редких книг и рукописей. По остальным показателям фазовой консервации распределен у нас равноценно. Это форма учета реставрационных работ, которая тоже ведется в электронном виде. Поскольку штатное расписание центра было увеличено только с января текущего года, то активная фаза формирования кадров пришлась на начало этого года. Концепция создания сети региональных центров предусматривает со стороны Российской государственной библиотеки не только оснащение оборудованием, которое мы получили, но и профессиональное обучение кадров. И в 2022 году, и в 2023 году на базе учебного класса РГБ наши специалисты проходили всестороннее обучение и по курсу превентивной консервации, и по программе реставрации библиотечных фондов, которая включала в себя классическую листовую реставрацию и реставрацию переплетов в объеме 80 часов. Также наши сотрудники прошли индивидуальные стажировки по массовому переплету и фазовой консервации, и индивидуальные стажировки для реставраторов. Центр активно продвигается. Каждую неделю в центре проходят обзорные экскурсии, в том числе и по Пушкинской карте. Вызывают эти экскурсии большой интерес. В части научно-методической деятельности крупным мероприятием этого года стал семинар-практикум «Массовый библиотечный переплет технологий», который мы провели в сентябре этого года совместно с Российской государственной библиотекой. Ведущие специалисты
РГБ и наши специалисты продемонстрировали технологию массового переплета. Все мастер-классы записывались, и те, кто не смог поучаствовать в практических занятиях, смогут посмотреть их в онлайн-режиме в этом году. На семинар к нам приезжали коллеги из 20 регионов страны. Это очень радует, что к теме массового переплета появилось такое внимание. Для поддержания и развития деятельности центров консервации и реставрации необходим целый комплекс мероприятий кадрового, и материально-технического, и методического характера. И только комплексная системная деятельность и регулярная государственная поддержка будет способствовать дальнейшему развитию региональных центров консервации и реставрации. Конечно же, это обеспечит сохранение культурного наследия региона и страны в целом. У меня все, коллеги. Спасибо большое за внимание. Так, значит, в направлении перспективы развития сектора сохранности и консервации фондов Национальной библиотеки Пушкина Республики Мордовия. Мария Владимировна Фокина. Приветствую вас еще раз. Большое спасибо за приглашение, что вы пригласили нас уже не первый раз участвовать в вашем семинаре. Поверьте, это очень ценно для нас, что вы с нами общаетесь, и это всегда важно, это общение. Вот библиотека, сотрудники нашей библиотеки в этом году для себя выбрали девиз «Чтим, храним, приумножаем». Это, наверное, девиз не только нашей библиотеки, это, наверное, девиз будет любой библиотеки, от маленькой сельской до больших федеральных библиотек. Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина Республики Мордовия – это старейшая библиотека нашего региона. На следующий год у нас юбилей, 125 лет. Фонд у нас в библиотеке насчитывает более 1 миллиона единиц хранения. И, конечно же, самое ценное – это краеведческий фонд. И сохранение именного фонда состоит одной из первых мест. В нашей библиотеке центр консервации и реставрации отсутствует, но есть сектор сохранности и консервации библиотечных фондов. История нашего сектора начинается с 1978 года. Именно тогда при отделе книгохранения был создан сектор гигиены и реставрации с переплетной мастерской. Следующая веха в истории сектора – это 2006 год. В этом году, именно в 2006 году, сектор был выделен в самостоятельное структурное подразделение. А в 2014 году переименован в сектор сохранности и консервации библиотечных фондов. Сегодня в секторе трудятся 3 человека. Это заведующий сектором и 2 библиотекаря. Каждый из них ведет свое направление работы. Сотрудниками сектора проводится еженедельный мониторинг температур влажных режимов отдела библиотеки, ремонт и переплет документов, формируется база данных паспортов физического состояния редкого и ценного фонда. Сотрудники занимаются, конечно же, и фазовой консервацией. В штатном расписании у нас имеется 2 вакансии. В перспективе планируется закрыть эти вакансии выпускниками Мордовского нашего университета. Сейчас сектор сохранности и консервации занимает 3 помещения, реконструированных здания нашей библиотеки. Это переплетная мастерская, дезинфекторская и склад. У нас есть резак для резки картона, пресс. Для дезинфекторских работ есть вытяжной шкаф и дистиллятор. У каждого сотрудника есть соответствующее образование, библиотечное и высшетехническое. Сотрудники сектора стараются регулярно повышать свою квалификацию, проходят курсы, участвуют в семинарах, организованных федеральными центрами, причем не только онлайн, но и офлайн. В этом году нам посчастливилось побывать на семинарах, организованной Российской государственной библиотекой в региональных центрах консервации в Рязани по фазовой консервации и в Нижнем Новгороде по массовому переплету. Этот опыт действительно бесценен. Казалось бы, мы все занимаемся фазовой консервацией и массовым переплетом, но было показано столько нюансов, которыми делились коллеги как Российской государственной библиотеки, так и других региональных библиотек.
за что всем большое спасибо. Например, лично я теперь уже знаю 3 вида контейнеров, умею сделать из бескислотного картона, и на машинке швейной сделать конверт из полиэфирной пленки. Не знаю, как вам, но всегда не хватало мне, например, общения с коллегами из других регионов. И отчасти онлайн-встречи помогают в этом. Интернет, он вообще расширил рамки знакомств. У нас в библиотеке становится уже традицией проведения в марте семинаров по сохранности. Через экран мы уже знакомы с Национальной библиотекой Республик Марий Эл, Удмуртия, Тыва, Чувашия, областными библиотеками Архангельска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Иваново, Кирова, Алтая, Пскова, Перми, Перми, Липецка. Мы общались с Арменией, с Луганском. Проблема сохранения – это всегда острая тема. Поэтому такие семинары, как и которые проводите сегодня вы, находят отклики в библиотечной сфере, и с каждым годом география все расширяется. Эти мероприятия востребованы. Причем подключаются к просмотру не только региональной библиотеки, но и небольшие сельские. И всегда, конечно же, радует поддержка наших федеральных центров, специалистов Российской национальной, Российской государственной библиотеки, библиотеки иностранной литературы. Ну и одним, конечно, из важных направлений работ сектора – это методическая работа с муниципальными библиотеками. В рамках школы профессионального мастерства в 2018 году мы проводили ряд занятий по физической сохранности фондов с опорой на изучение ГОСТа 750 2002 года консервации документов общие требования. В 2021 году, когда выезды были невозможны, мы проводили семинар-тренинг онлайн предупреждение ликвидации аварийных ситуаций в библиотеках. А в этом году мы выезжали с методической помощью в ряд библиотек республики, где проводилось обсуждение с сотрудниками библиотек о важности проведения санитарных дней и обеспечения фондов. Очень часто об этом, к сожалению, муниципальные библиотеки забывают, как это важно проводить. И хочется сказать, что польза от таких проведенных мероприятий есть, и мы получаем положительные отклики. Поэтому мы будем продолжать, конечно же, работать дальше в этом направлении. Еще одно из направлений работы нашего сектора – это оказание сервисных услуг населению. Очень востребовано, конечно, это переплет дипломных работ у студентов, ремонт и переплет медицинских карточек. Вот в прошлый раз Земфира Георгиевна рассказывала о занятии с посетителями библиотеки техника рисования на воде Эбру. А у нас оказалось востребовано среди посетителей это письмо пером и чернилами. И дети, и взрослые с удовольствием участвуют, выводя буквы пером. Эти занятия у нас платные. В будущем планируем объединить лекцию о жизни дореволюционных гимназистов с нашим уроком. И, возможно, будем проводить по Пушкинской карте. Конечно, у нас есть проблемы. Это, прежде всего, трудности с приобретением переплетных материалов. Но администрация нас поддерживает, изыскивает средства. У нас, к сожалению, в секторе нет реставраторов, нет специального оборудования. Но наше руководство думает в этом направлении, выносит эти вопросы нашему учредителю. Мы, конечно же, как и многие библиотеки в нашей библиотечной сфере, мечтаем о создании на базе нашей библиотеки регионального центра реставрации. Мы понимаем, какая это ответственность, какой это тяжелый труд. Сейчас, конечно, наше руководство продумает все моменты, вопросы и пути решения. Это сложно, но верим, что возможно. В общем-то, в общих чертах наша работа ничем не отличается от любого другого центра. Работаем потихоньку, выполняем план. Вот, в общем-то, что я хотела рассказать о работе нашего сектора. Если есть какие-то вопросы к моему выступлению, готова выслушать. Мария Владимировна, не слышно, да, опять?
Да, я вас слышу. Да, спасибо большое за выступление. Мы тут параллельно отвлекались и обсуждали уже его. Все понятно. Мы просто говорим о том, что какие библиотекари, особенно консерваторы, какие ответственные люди. Что бы ни происходило, мы тихонько продолжаем работать, выполнять свои функции, выполнять свои задачи. И еще раз убедились, прослушав ваше выступление. У нас, кстати, тоже письмо пером очень привлекает и взрослых, и детей. Мы вот тут параллельно даже подумали, может быть, там школу каллиграфа открыть, но нужен, наверное, специалист для этого. У вас нет такого? Нет, у нас специалиста нет, мы вы сами самоучки. Самоучки. Ну, будем искать вместе тогда. Да. Можно ведь и, наверное, я думаю, и онлайн, но и старые учителя начальных школ, мне кажется, здесь тоже очень могут помочь. Да, согласна. Помните, у старшего поколения, то есть у нас уже были уроки чистописания, а те, кто учились в педагогических вузах, еще больше нас заставляли писать в этих прописях. Мы должны были все эти прописи, которые дети заполняют, тоже заполнить. И нам тоже ставили оценки. Да. Все это происходило пером и чернилами. Да, пером и чернилами. У нас коллега даже приносила тетрадь свою и своего брата. Именно когда она училась. Действительно, почерк, который мы сегодня утратили. Да. Это все-таки, когда ты пишешь пером на особенной бумаге, это тоже соприкосновение с историей, это тоже содействие патриотическому воспитанию, в конце концов, и духовно-нравственному, потому что когда человек соприкасается вот с историческими ценностями, когда мы выезжаем в какие-то поездки и видим то, что в учебниках истории нам показывают, это вызывает особый трепет. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. С удовольствием поучаствовал. Надеюсь, все-таки я когда-нибудь до вас все-таки доеду, который вот собираюсь. Мы тоже надеемся. Что-то у нас в Мордовии не очень складываются реальные отношения глаза в глаза, но мы мечтаем, что это изменится. Да, и к нам, пользуясь случаем, тоже приглашаю вас. Спасибо. У нас следующие коллеги из Марийской Республики. Да, уже Ольга Александровна и Наталья Алексеевна. Пожалуйста. Пожалуйста, я могу вам дать микрофон. А вы мы по очереди. Вот так вот. Да, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы встречаемся с вами практически каждый год, чтобы поделиться новыми событиями, изменениями, происходящими с нашим фондом. Но сегодня мы особенно рады тому, что наша встреча проходит в реальном режиме, что мы не в онлайн, наконец. Технология – это замечательно, но живые библиотекари и бумажные книги намного лучше. Ну а сейчас о том, что мы любим, то есть о фонде. Мы постоянно работаем над тем, чтобы фонд стал новее, качественнее, свежее, чище. Это та деятельность, которая составляет нашу повседневную жизнь. Одним из таких примеров является действие по сохранению собраний газет, значимой части фонда Национальной библиотеки имени Чевайна. Газетный фонд является специализированным собранием фонда, предназначен для постоянного хранения. Собираются газеты универсальной тематики, независимо от их вида, содержания, читательского назначения, полиграфического исполнения. Это отечественные, в том числе национальные и краеведческие, а также иностранные. Уязвимость газет как объекта хранения общеизвестна. Комплекты газет, особенно за 1920 и за 1930 годы, сложились с многочисленными лакунами. Газеты в них с большей степенью износа и различными повреждениями. Долгое время текущий переплет документов выполнялся по заказу сторонних специализированных организаций или приглашенным для выполнения конкретной работы специалистам. Это было дорого и трудоемко.
В настоящее время в библиотеке работает штатный переплетчик, хороший профессионал, и также увеличился перечень оборудования. В 2023 году мы расширили список приоритетных направлений работы переплетчика. Помимо текущего переплета краеведческих газет, республиканских и районных, переплета ветхих журналов за 1920-е годы, а также книжных изданий длительного хранения, и работаем с газетным фондом архива печати Республики Марий-Эл, подлежащим постоянному хранению. Фонд архива печати Республики Марий-Эл составляет сейчас свыше 300 тысяч условных единиц хранения. Большая часть фонда – это газеты. С 1980-х годов газеты в фонде архива печати не переплетались. Архив печати у нас сейчас располагается в историческом здании, в обновленных помещениях с новым оборудованием. Это активно растущая часть фонда. Ежегодно на вечное хранение в качестве обязательного экземпляра поступает около 3000 условных единиц хранения. Но в этой повседневной жизни также происходят важные события, в которых мы участвуем вместе со всей страной. Это, конечно, второй этап всероссийского мониторинга состояния сохранности библиотечных фондов Российской Федерации. В Национальной библиотеке в процессе стратифицирования фонда для исследования было определено 11 итоговых страт. Так, в итоговых стратах по всем категориям было определено свыше 65 тысяч документов, что составляет 5% всего совокупного библиотечного фонда на бумажных носителях. С этим количеством предстояло и работать. Обследование фондов проходило в отделе редкой книги, отделе периодических изданий, отделе хранения основного фонда. Например, в отделе редкой книги обследовался весь фонд до 1830 года. Фонд отраслевых книг более поздних лет издания и также часть фонда рукописных нотных записей. Мониторинг потребовал от участников напряженных сил, концентрации усилий, но это был интересный и полезный опыт. В результате получены итоговые цифры по необходимости консервационного вмешательства для сохранности нашего фонда. Так в реставрации нуждается 1200 документов. Для фазовой консервации нужно приготовить 2830 контейнеров. 4520 документов находятся в зоне риска по необходимости нейтрализации кислотности бумаги, а почти 15 тысяч документов ждут своей очереди на переплет. Сейчас ожидаем завершения аналитического этапа, когда организаторам исследования будут озвучены и доведены до библиотечной общественности и органов исполнительной власти конкретные цифры физического состояния фонда всех крупных библиотек. И только после этого этапа библиотечные показатели имеют шанс быть преобразованными в цифры финансовой помощи, необходимой для обеспечения физической сохранности фондов библиотек Российской Федерации. В процессе мониторинга, поскольку он предполагал работу со сплошным массивом фонда, пришло решение еще одной задачи – отбора редких книг для перевода в соответствующий отдел редкой книги. Этому сопутствовали и другие обстоятельства. При нашей предыдущей встрече мы делились радостью от переезда в историческое здание библиотеки после капитального ремонта с элементом реконструкции, выполненного к 100-летнему юбилею республики. Отдел редкой книги может сейчас гордиться своим помещением, отремонтированным, обновленным и красивым. Новое оборудование для отдела редкой книги приобреталось с учетом всех параметров отдела, в том числе высоты помещения, которая составляет 3 метра 45 сантиметров. В результате значительно увеличилась фондоемкость помещения. Это и открыло возможность для дополнительного формирования фонда редких книг, то есть отбора книжных и журнальных экземпляров из общего хранения библиотеки. Современное стеллажное оборудование позволило повысить уровень безопасности и сохранности фонда. Книжные памятники помещены в металлический шкаф-сейф. Особо редкие издания находятся в застекленных шкафах. Другие книги, а также периодические издания и рукописи размещены на новых металлических стеллажах. Особо ценные документы, книги и рукописи дополнительно защищены коробками-контейнерами и коробками-конвертами. В
читательской зоне появились современные выставочные витрины и удобные площадки для проведения экскурсий, познавательных лекций, мастер-классов. В специальных витринах со стекленными выдвижными ящиками представлены уникальные издания, история которых насчитывает много лет. Размещенный в витринах и в открытом доступе фонд редких книг играет роль не столько информационного ресурса, сколько специфического элемента интеллектуального декора, переносящего посетителей в атмосферу давно свершившихся, но все еще не забытых исторических событий. В отделе созданы комфортные условия для научного исследования книжных изданий, в том числе изучения книжных памятников. Фонд активно изучается, мы публикуем статьи в научных журналах и сборниках, участвуем в конференциях, готовим материалы для съемок телепередач и видеофильмов. В дополнение к тому фонду редких книг, что уже есть в отделе, хотелось бы отобрать очень многое. Наш регион в силу сложившихся исторических условий не был богат многотысячными книжными собраниями. Практически каждое издание, вышедшее в свет до 1917 года, для нашей республики мы считаем редким. А каждое краеведческое издание 1920-х годов по причине условий сохранности является уникальным. А значительная часть изданий XIX века находится в отделе хранения основного фонда библиотеки. И было очень важно отобрать в отдел редкой книги издания действительно ценные, с которыми можно и нужно работать, изучать, сохранять, представлять заинтересованным лицам. В качестве примеров докомплектования редкой книги можно назвать издания XIX века, книги по истории медицины, ряд энциклопедий, редкие книги по отдельным отраслям знаний. На очереди это периодические издания XIX века с краеведческим материалом. Наши любимые читатели нам дарят интересные издания. Совсем недавно нам преподнесли 2 издания русского гражданского шрифта XVIII и начала XIX века. Это, конечно, только часть нашей повседневной работы, которая наполняет нашу жизнь, воодушевляет и радует. А сейчас мне хотелось бы поблагодарить организаторов нашей встречи за возможность обретения нового опыта, конструктивное взаимодействие и для продолжения разговора передать слово своей коллеге Ольге Александровне Сергиюгиной, главному хранителю наших фондов. Добрый день, ну а я продолжу разговор. Если абстрагироваться от повседневных забот, то заглянуть в будущее, перед нами всегда встает вопрос, такой глобальный, как мы будем сохранять наши фонды, постоянно растущие на имеющихся и не растущих почему-то площадях. Многие вопросы работы с фондами в нашей библиотеке, да-да-да, вот начнем как раз с этого слайда, имеют хорошую динамику положительного решения. Прежде всего, это вопросы с ремонтом. У нас сейчас практически во всех отделах фондодержателях отремонтированы помещения. Это вот в историческом корпусе и главном корпусах библиотеки. Но наша библиотека состоит из 3 зданий. Все они по улице Пушкина находятся, соединены переходами, то есть практически это единый такой комплекс. И вот 3-й комплекс, 3-й корпус левой пристрой к историческому зданию, он как раз корпус книгохранения. Долгое время этому корпусу не везло в том смысле, что всегда находились какие-то другие приоритеты. На первом плане был или исторический корпус, памятник культурного наследия, или главный корпус библиотеки, там, где администрация находится. Но история складывалась так. Основной средний корпус был введен в 1940 году, и очень скоро он уже, рассчитанный на 150 тысяч, не вмещал весь фонд библиотеки. И в 1954 году, в 1955 уже был поставлен вопрос перед министерством о строительстве пристроя. Первоначально там планировалось разместить 500 тысяч. Решение было принято, пусть не сразу, но в 1964 году строители начали возводить этот корпус. Сдали его в эксплуатацию в конце 1967 года, и в 1968 году туда въехала библиотека с большим удовольствием и счастьем. В этом году мы отмечаем юбилей этого корпуса, 2 пятерки, 55 лет.
По этому поводу мы даже придумали целый цикл мероприятий. Это, оказывается, очень здорово. Библиотечные мероприятия привязывать к юбилею вот своих помещений, зданий, рассматривать их вот не только как чисто функционально хранилище, а как объект такой культуры, объект исторический. И там у нас проводят игры, квесты, экскурсии. В общем, здорово. И как раз запланировано 55 публикаций на сайте библиотеки по истории этого корпуса. Что только не напридумывали. В общем, рассматривали со всех сторон. Это действительно здорово. Но вот в тот момент, насколько бедственным было положение с фондами во время переезда, свидетельствует факт, подчеркнутый нами из старых отчетов. Перевезено из деревянного неотапливаемого здания, расположенного в 10 километрах от библиотеки, 260 тысяч книг и расставлено на металлические стеллажи в новом здании. То есть вот настолько негде было хранить фонды библиотеки. Но уже к 1969 году резервных площадей не было, там встал вопрос о другом пристрое, но это другая история. Мы сегодня не об этом. А вот дальше посмотрим техническую характеристику корпуса. Там 4 этажа, они рассчитаны именно для хранения книг. Вот. Оборудование там металлические деревянные стеллажи обычного хранения и один этаж оборудован стеллажами компактного хранения. Они такие старые, но хорошо действуют у нас и так далее. Но тем не менее внутреннее оборудование, интерьер, естественно, оставались старыми. То есть там деревянные рамы, деревянные полы, покрытые краской в проходах линолеум. Тем не менее, там есть подъемник, лифт для книг, до 100 килограммов он нам перевозит на все этажи. И в этом корпусе было такое интересное решение создания все-таки зоны обслуживания для читателей. Между 2-м и 3-м этажом в одном месте открыта зона, 2 света, высоты потолков свыше 5 метров. И вообще высота потолков в этом корпусе различна, от 2,5 метров до 5,5 метров. То есть вот такая интересная конструкция. Вот. Нельзя сказать, что корпусу совсем уж не уделялось внимания, но это было такое ситуативное. Что-то где-то нужно было подкрасить, подкрасили, протекала крыша, починили, заменили там мягкую кровлю на какую-то более современную. Разрушался переход между зданиями, его отреставрировали, все сделали, но тем не менее все равно это ощущается, что корпус не отреставрированный и смотрится все-таки несовременно. И кроме того, после того, как было введено в действие историческое наше здание после реставрации, а там тоже хранился фонд, очень много помещений открылось как новых, парадных. Мы их использовали совершенно по-другому. То есть больше было открыто читательских зон самого разного назначения. И вот знаете, туда начали посещать группы совершенно новые для нас, потому что вот, например, слеты туристов проходят, поскольку корпус исторический. Какие-то другие группы по тематическим интересам интересуются этим корпусом и зданием, и занимают помещения на какие-то мероприятия. То есть там площадь сохранения фондов сократилась. И поэтому у нас стал вопрос повышения фондоемкости вот этого нашего основного корпуса книгохранения, который для этого и предназначен. И вот сейчас у нас как раз такой момент, когда вроде как совпало, нам нужно и увеличить фондоемкость этого корпуса, и в то же время, ну, наверное, поскольку у нас 2 корпуса уже отремонтированы, рано или поздно все равно дойдут руки и до этого корпуса. И нам важно сейчас сформулировать позицию библиотеки, чтобы создать условия для хранения фонда, соответствующие и нормативам, и долговечному хранению, и чтобы всем было хорошо, удобно, и фонд наш сохранялся намного, вот даже не десятилетий, а столетий вперед.
Потому что все равно бумажные книги будем сохранять, ну вот до тех пор, пока не рассыплются на молекулы, будем сохранять, консервировать, беречь и так далее. Ну и, конечно, использовать, потому что вы знаете, что наши национальные библиотеки сохраняют именно те экземпляры, которые, ну, нет больше в регионе, это только мы это все храним. Ну и вот, сейчас мы придумываем всякие варианты того, как это дело, что бы мы хотели видеть, вот, ну, скажем так, в идеальном нашем видении мира и этого корпуса книгохранения. Ну, понятно, что нужен капитальный ремонт, замена оборудования, это все понятно, это всем известно, и, в общем-то, варианты решений такие есть. Но, тем не менее, хотелось бы, вот, например, чтобы был к этому дополнен пункт надстройка дополнительного этажа этого корпуса. Еще когда работала программа «Культура России», проведено в рамках ее обследования безопасности здания и претензий, в принципе, и к фундаменту здания, и к перекрытиям, а они железобетонные, не было. То есть это все возможно. Или эта зона между третьим и четвертым этажами, между вторым и третьим этажами, которая в два света, возвести перекрытие и таким образом увеличить, значительно увеличить фондоемкость второго и третьего этажей. Но, кроме того, есть такой вариант, что вот если будет возведен дополнительный этаж, эту зону мы сохраним, а она, знаете, такая очень интересная. Во-первых, два света, огромные потолки, и внутри здания антресоли. То есть вот как раз место для размещения, ну вот любого духового оркестра. И мероприятия, а там вот висят исторические люстры, очень красиво. В общем, было бы здорово. То есть это вот тоже одна из идей, которую мы хотели бы при возможности сохранить. И вот поэтому нам очень важно сейчас все это продумать, обосновать, чтобы эти наши предложения в любой момент, если, ну, когда-нибудь все равно они будут затребованы, чтобы они у нас уже были. Причем эти предложения наши, чтобы были на каждый момент современные, то есть они должны обновляться. И мы считаем, что вот такая четко сформулированная концепция, позиция библиотеки может повлиять на решение вышестоящих наших органов, в том числе решения, которые касаются материальных и финансовых вопросов. Так что вот такие вот у нас мечты, планы, надежды. Ну, это все, спасибо. И вообще я тоже хотела присоединиться к большой благодарности организаторам этого семинара. Мы действительно очень рады, что сегодня сюда приехали. Мы так скучали, без вас мы скучали, и мы небольшой подарок. Давайте все-таки подарим, а то мы как-то все... Ну, это, конечно, замерли и ждем подарок. Это, конечно, книги. Ой, спасибо большое. Спасибо вам большое. Смотрите, какой интересный пакет. Пакет – это продукт Слуга народа, а книги, в общем, тоже. Татьяна Александровна, надо тоже нам приготовить нашим коллегам подарок. Печатный. Мы же печатные издания любим. Да, это серия такая, выпущенная к юбилею республики, антология марийской литературы. Угу. Вообще вот такие, да? Кстати, у вас такие издания стали интересные. А я со своей стороны хотела сказать большое спасибо Наталье Алексеевне, Ольге Александровне. Вообще мы все библиотекари любим такие домашние какие-то в узком специализированном кругу выступления. Было так приятно слушать, с чувством, с толком, с расстановкой, таким маминым голосом. Спасибо, очень приятно. Да. Ну, просто правда, у нас уже тут собирается такая аудитория на вот эти межрегиональные семинары. Все уже друг друга знают и скучают. Да, скучают. Мы тоже скучаем на других мероприятиях, правда, встречаемся, но тем не менее, вот этот семинар, он очень полезен.
знать о том, чем занимаются коллеги, что мы тоже двигаемся в правильном направлении. Ну да, чтобы знать, что проблемы, ну, они как-то у всех общие. Да. И вот если мы чем-то занимаемся, а мы правильно, что на этом внимание сосредоточили, может, на чем-то другом надо. А послушаешь коллег, если что-то совпадает, то, в принципе, мы очень тоже... Да. Мы как бы свой курс сверяем с курсом других библиотек. Да? Вот. И очень приятно, когда совпадаем. Это вот как раз дает нам возможность все вместе встретиться. Вот с этим новым зданием нет идеи, там, центр консервации? Ну, в том здании однозначно нет. Скорее всего, если эти идеи будут, они будут касаться главного корпуса. Там больше света, потому что в том корпусе он все-таки строился как корпус книгохранения. Там с тыльной стороны здания, который выходит на парк, очень маленькие окна, то есть поменьше света, но с фасадной стороны здания окна большие, но это они чисто для того, чтобы вот архитектурный облик здания создавать, чтобы он не противоречил вот этому нашему историческому. Там свои проблемы, и поэтому это не тот корпус, где это будет. Скорее это будет... Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать всех участников семинара от лица Национальной библиотеки Республики Татарстан. Тема моего сегодняшнего выступления – Всероссийский мониторинг состояния сохранности библиотечных фондов Российской Федерации в Национальной библиотеке Республики Татарстан. В текущем году Национальная библиотека Республики Татарстан приняла участие во втором этапе Всероссийского мониторинга состояния сохранности библиотечных фондов Российской Федерации, организованного Российской государственной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это не первое наше участие во всероссийском мониторинге. В 2020 году, так же как большинство республиканских и национальных библиотек областных, мы принимали участие в разведывательном проекте этого мониторинга. Целью второго этапа мониторинга было обследование и оценка физического состояния библиотечных документов с точки зрения необходимости и срочности проведения конкретных реставрационных и консервационных мероприятий, таких как реставрация, фазовая консервация, дезинфекция, массовая нейтрализация кислотности бумаги и массовый библиотечный переплет. Обследование библиотечных фондов проводилось в точном соответствии с разработанной Российской государственной библиотекой методикой, основанной на методе многоступенчатой стратифицированной выборки, которая позволяет обследовать большой массив документов в достаточно короткие сроки. Общий фонд Национальной библиотеки Республики Татарстан составляет на 1 января 2023 года 3 525 424 документа. И структурно его можно разбить на 9 блоков основных. На подготовительном этапе была создана рабочая группа из главных специалистов-фондовиков 9 структурных подразделений фондохранителей. Проводились собрания, на которых обсуждались задачи, этапы, методы мониторинга, разбирались возникающие вопросы. Далее каждым отделом библиотеки была проведена более детальная стратификация своих фондов, выделены итоговые страты, сформированы выборки для проведения обследования физического состояния документов. Каждая страта – это обособленно хранящиеся документы, организованные с учетом определенных критериев. Выделение в фонд или подфонд в нашей библиотеке происходило исторически в зависимости от таких критериев, как вид издания, формат документа, год издания, язык, система классификации библиотечных фондов, принадлежность к определенным коллекциям и так далее. Фонды открытого доступа – это абонементы «Классический читальный зал», они насчитывают у нас более 200 тысяч документов, были исключены из мониторинга согласно методическим рекомендациям. Не включались также патентные издания и документы на других видах носителей. После всех исключений объем обследуемого фонда составил 1 622 610 единиц хранения. Итоговая стратификация фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан выглядит следующим образом. Для проведения мониторинга было определено 68 страт. Страты оказались различными по объему.
Самая большая, 650 тысяч книг, это фонд формата L, отдел основного книгохранения. И самая маленькая, 60 книг коллекции Гафарова. Соответственно, выборки также получались разными по объему, от 6,5 тысяч до 5-10 документов. Небольшие страты, порядка 100 единиц хранения, обследовались в полном объеме, особенно если это были документы первой и второй категории. Вообще подготовительный этап мониторинга не вызвал особых затруднений у наших сотрудников, так как в методических рекомендациях подробно и четко давались указания о проводимых действиях. Таблицы в формате Excel с готовыми формулами расчета были удобны в использовании. На втором этапе мониторинга работа с фондами библиотеки велась непосредственно в книгохранилищах, где проводилось выборочное обследование документов с целью оценки их физического состояния. Сам процесс обследования фондов был достаточно трудоемким. Было обследовано 36 361 документ. Это общий объем получившейся выборки. При работе в хранилищах определение необходимости и срочности проведения реставрации, дезинфекции и массового библиотечного переплета особых сложностей не вызвало. Сложнее всего сотрудникам без специальных приборов было определять необходимость в массовой нейтрализации кислотности бумаги. По результатам проведенного Национальной библиотекой Республики Татарстан второго этапа всероссийского мониторинга были определены основные проблемные зоны наших фондов и получено понимание, в каких видах реставрационных и консервационных мероприятий мы нуждаемся и в какое время. Кратко вы видите полученные результаты на экране. По итогам проведенного исследования можно констатировать, что основная часть фонда Национальной библиотеки находится в хорошем состоянии. Условия хранения и размещения документов второй и третьей категории соответствуют нормативам. Основные книгохранилища библиотеки расположены в современном здании, оснащенном системой автоматического поддержания температурно-влажностного режима, системами пылеудаления, пожаротушения. По результатам мониторинга наиболее востребованным для фондов Национальной библиотеки является массовая нейтрализация кислотности бумаги. В ней нуждается 21% обследованного фонда. Но это, в общем-то, неудивительно, потому что значительный массив обследуемого фонда составляют книги и периодические издания начала, середины прошлого века, напечатанные на кислотной бумаге. Особенно важно было обследовать состояние наиболее раритетной части фонда отдела рукописей и редких книг, включающих в себя более 80 тысяч единиц хранения. В том числе это уникальные восточные арабографические рукописи, это фотографии, почтовые открытки, печатные книги на латинице, кириллице, арабской графике. В общей сложности было обследовано 32 страты, и, как показали результаты мониторинга, самого серьезного внимания к себе требуют документы первой категории. Остро стоит вопрос восстановления физических качеств и фазовой консервации документов первой категории. Более 70% из них нуждаются в реставрационном вмешательстве и 45% срочно. Меньше всего документов нуждается в дезинфекции, менее 2%. И это радует. Ежегодно археографические экспедиции привозят рукописные и печатные источники, и часть из них из-за плохих условий сохранения находится не в очень хорошем состоянии. Они помещаются у нас в карантин и остаются на контроле. Очень хорошо, что в целом состояние библиотечного фонда в плане отсутствия биоповреждений очень хорошее. Это менее 0,04%. Инкапсулирование среди остальных консервационных мероприятий также мало востребовано. Видимо, потому что листовой материал составляет менее 0,3% обследуемого библиотечного фонда. Однако для самого листового материала
особенно первой и второй категории, этот процесс очень востребован. Мы только приступили к анализу данных мониторинга и в дальнейшем будем использовать их для более глубокого изучения структуры, состава, степени сохранности библиотечного фонда, планирования приоритетов и очередности проведения консервационных мероприятий. Но уже сейчас полученные данные еще раз указывают нам на необходимость развития кадрового потенциала, расширения штата и профессиональных компетенций наших реставраторов, усиление материально-технической базы отдела гигиены и реставрации документов. И в заключение хочется еще раз поблагодарить Российскую государственную библиотеку за то, что она дала новый импульс в решении задачи сохранения документального наследия, подготовила современный и действенный инструментарий для обследования библиотечных фондов. Спасибо за внимание. И завершающее выступление нашего специалиста Земфиры Георгиевны Беловой. Мне очень было приятно, что Ольга Анатольевна сказала, что мы ее знаем, ценим. Но вот мы хотим послушать специалиста, которого знает и ценит. Время, несмотря на свой очень напряженный график. И вообще всем участникам семинара очень большое спасибо. Я в своем выступлении некоторые моменты, которые я уже озвучила, Марина Владимировна, прошу меня извинить, но вот расскажу о своем секторе. Сектор консервации документов Национальной библиотеки Чувашской Республики создан в 2003 году. И на базе переплетной мастерской отдела основного хранения. С 2008 года выполняет функции регионального центра консервации документов. В 2014 году вошел в состав отдела Центра редкой книги и консервации документов. В штате 4 сотрудника, замсектора, ведущий библиотекарь и 2 библиотекаря первой категории. 1 сотрудник прошел обучение без стажировки в ведущих центрах наших, Федеральном центре консервации библиотечных фондов Петербурге и региональной Российской государственной библиотеки. После реконструкции библиотеки в 2009 году нам выделили помещение в общей площадью чуть более 116 квадратных метров в цокольном этаже. Здесь размещено оборудование, шкаф вытяжной, пресс переплетный 50×45, пресс на А4, рюкзаковые, веслодальничная машина, стол для удаления избытков лагеря. Также есть две мойки, переплетный станок, картонный кубильный станок, есть приборы для измерения температуры и влажности воздуха. Так, вот на фотографии, где изображен картонный кубильный станок, на заднем плане видна небольшая часть наших материалов. Полиэтилен, линкор, ПДМ. Реставрационная бумага, которую мы получили в свое время из НКО. Мы ее используем для исполнения. Есть у нас и реставрационная бумага плотностью 9 грамм на квадратный метр. Есть у нас и самодельное приспособление, например, 2 переносных подсвета и диски переплетные.
Выполняя свою работу, стараемся сохранить внешний вид всех документов и второй, и третьей категории. Третью категорию бережем, чтобы читателям было приятно брать наши книги, а книги второй категории, мы думаем, просто необходимо сохранить в первозданном виде. Если бумага книги ветхая, дублируем листы и изготавливаем защитную обложку. Чтобы защитная обложка не была слепой, сканируем родную обложку, обрабатываем скан-копию с помощью программы CNU, полученное изображение распечатываем на защитной обложке. Также приступаем. Это же мы используем при оформлении твердых переплетов и книг второй категории. Переплетаем все газеты и журналы. Переплеты для книг изготавливаем, если родной переплет утрачен или сильно поврежден. Переплетая документы, применяем разные виды шитья. В последние годы, вот уже лет 8-9, становится все хуже, поэтому не только книги, журналы, но и газеты приходится шить цитатно. Тесню или на марлю, чтобы весь текст документа был доступен для прочтения, а это отнимает очень много времени. За реставрацию документов первой категории мы, к сожалению, пока не беремся. Вручную изготавливаем контейнеры из бескислотного картона для хранения ценных документов. С помощью термогигрометра ведем мониторинг условий хранения библиотечного фонда. Осуществляем обеспыливание фонда вручную и пылесосами. Выполняя функции методического регионального центра по своему направлению, ежегодно проводим обучающие семинары и мастер-классы для сотрудников библиотек, музеев, архивов. Особенно плодотворно проходят семинары с участием сотрудников ведущих центров консервации страны, межрегиональные семинары. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить от всей души наших коллег за то, что они находят время поделиться с нами своим опытом, предоставляют нам записи своих мастер-классов. Проводим занятия для своих сотрудников. Основным приемом ремонта книг обучаем и читателей библиотеки, проводим с ними индивидуальные занятия. В виртуальном методическом кабинете нашей библиотеки у нас есть свой раздел обеспечения сохранности библиотечных документов. ВКонтакте есть свой аккаунт «Сообщество переплет и ремонт книг документов». Здесь мы коротко рассказываем о своей работе, о некоторых методах консервации и реставрации, отвечаем на вопросы по своему направлению. Для желающих проводим много мастер-классов, в том числе по Пушкинской карте. Бумага handmade по ручному отливу бумаги, эбру рисуем на воде. Участвуем в общебиблиотечных мероприятиях, например, в Библионочи 2023 провели клейстер-шоу по изготовлению клейстерной бумаги. Мастер-классы пользуются огромной популярностью. К слову, за этот год нами проведено 24 мастер-класса. На них мы обязательно коротко рассказываем о своей работе, о технологии и истории производства бумаги, в том числе из макулатуры. Показываем старинные книги с форзацами из мраморной бумаги как образцы ее использования. Ежегодно проводим исследования, мониторинг условий хранения и состояния фондов в библиотеках Чувашской Республики методом анкетирования. Основой для нашей анкеты стала анкета, разработанная Федеральным центром консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. За годы применения у нас она превратилась в электронную таблицу. Мы рассылаем по районам нашей республики опросную таблицу, и потом все полученные сведения сводим и выводим результаты. Но в этом году мы нарушили традицию проведения таких мониторингов.
поскольку гораздо важнее было участие во всероссийском мониторинге состояния сохранности библиотечных фондов Российской Федерации. На проведение исследования было отведено довольно много времени, 7 месяцев, с февраля по август, можно сказать, даже больше, поскольку заранее, еще в 2022 году, проводились обучающие мероприятия. На сайте РГБ были опубликованы тщательно разработанные методические и технологические материалы, с которыми очень удобно было работать. В 2023 году продолжилось проведение обучающих семинаров. На возникающие вопросы мы немедленно получали ответ от Марины Львовны Максимовой, куратора Всероссийского мониторинга. Мы очень благодарны организаторам мониторинга за помощь и поддержку. Обследование фонда в нашей библиотеке шло планово, но, к сожалению, в августе возникли проблемы с сервером. Таблицы результатов оказались недоступны, поэтому подведение итогов у нас затянулось. К тому же возникла небольшая аварийная ситуация, о которой уже упомянула Марина Владимировна, помещение отдела книгохранения. Вследствие протечки системы водоснабжения промокло около 800 книг третьей категории. Общими усилиями работников библиотеки их эвакуировали в сухое помещение, а потом сотрудники сектора консервации 2 недели были заняты устранением последствий. Сушили пострадавшие книги, досушивали их под грузом во избежание деформации, тщательно осматривали, чтобы не пропустить появление признаков повреждения плесенью. Несколько книг все же пришлось дезинфицировать. Я тут несколько раз упомянула категории документов. Возможно, не все присутствующие в курсе, что это такое, поэтому поясню, что библиотечные документы принято делить на 3 категории, можно сказать, по их ценности. К первой категории относятся редкие документы до 1830 года. Ко второй категории редкие рукописи и издания после 1830 года. Но это 1831 и 1950 годы условно. Сюда относятся коллекции редких и ценных книг, архив местной печати, фонд краеведческих и местных изданий и так далее. И третья категория – остальной документный фонд, без учета документов категории 1 и 2. На итогах мониторинга останавливаться я не буду. Скажу только, что очень большое количество документов первой и второй категории у нас нуждается в реставрации и фазовой консервации, а также в других видах консервационного вмешательства. Вот и очень большая часть этих документов – это коллекция краеведческих документов. Остро стоит эта проблема с реставрацией и восстановлением, хранением этих документов, потому что наша библиотека является хранителем архива местной печати. То есть коллекция эта очень ценная, очень нужная, очень важная для нас. Сохранить эти книги и другие документы мы обязаны. Кроме нас это никто не сделает. Мы не в силах с таким количеством сотрудников выполнить эту задачу. И тем более наша квалификация не позволяет сделать это на должном уровне. Мы думаем, что создание регионального центра в нашей библиотеке помогло бы нам решить эту задачу. И мы должны подумать также о других организациях нашего региона, в которых хранятся подобные документы.
Какие проблемы у нас на пути создания регионального центра? Марина Владимировна уже говорила, я не буду повторяться, но решать их придется, конечно, надо будет очень постараться. Все. Я закончила. Если будут вопросы, я постараюсь ответить. Спасибо, Земфира Георгиевна. Есть вопросы к нашему специалисту? Не знаю, почему вы волновались. У вас было очень хорошее выступление. Спасибо вам большое. Вы подробно рассказали, Татьяна Александровна перебила, подробно рассказали о работе вашего отдела. На самом деле квалификация ваша достаточно хороша для выполнения тех функций, которые необходимы. Да. Центр консервации и реставрации. Да. Да. Ну, пока рано об этом говорить, но Ольга Анатольевна обещает нам, что обучение происходит на высоком уровне, и квалификацию специалистов Центра консервации и реставрации доводит до такого хорошего профессионального уровня. Но то, что они уходят в другие организации, учреждения, это естественный процесс. Мы столкнулись с этим, когда модернизировали в 2003 по указу президента Чувашской республики библиотеки. Директора ЦБС были хорошо обучены, и их переманили в другие организации, где зарплата была гораздо выше, чем в библиотеках. Но это вот нормально. Да. И здесь тоже, даже если частично это будет происходить, все-таки должен быть костяк, который будет постоянно работать, и на него опираться, да? Не ставить, не делать ставки на тех, кто готов уйти из библиотеки, а именно делать ставки на тех, кто собирается постоянно работать, чтобы было какое-то ядро, могло, которое бы обучить тех, кто будет приходить и уходить. Но это неизбежно, этот процесс, что же поделаешь. Даже если будут высокие зарплаты, у всех разные обстоятельства бывают. Ну, к этому надо быть просто готовым, и все. Но я надеюсь, что мы сможем в этом году принять участие, потому что мы должны решить за всю отрасль культуры вот эту проблему нашу. И, наверное, с совместными усилиями у нас получится это сделать. С музеями, архивами, библиотеками. Ну, я надеюсь, что так будут. Люди у нас сидят, наши коллеги тоже из отрасли культуры. Вот. Сейчас мы хотим вас пригласить на экскурсию в сектор консервации и реставрации. Очень логично вступление Земфиры Георгиевны было. И она вам покажет, где наши минусы, и как их можно решить. Минусы, я имею в виду для участия в процессе создания Центра консервации и реставрации. Марина Владимировна, разрешите мне сказать тоже еще буквально пару слов. Огромное спасибо, получила удовольствие от многих докладов. Спасибо большое Марии Владимировне, Земфире Георгиевне. Очень было интересно послушать вот содержательную часть конкретно по центрам, по организации работы именно по консервации в ваших библиотеках. Спасибо большое. Я уверена, что все получится и у Чувашской республики, библиотеки Чувашской республики, если вы подадите заявку. И очень хочу все-таки вот этот акцент, который в конце у нас появился, о том, что мы будем обучать, что мы пообещали, не только Ольга Анатольевна, но Российская государственная библиотека обещает обучать специалистов. И это наша зона ответственности, мы от нее ни в коей мере не отказываемся, а наоборот доводим, я уже говорила в своем сообщении о том, что мы стремимся аттестовать каждого регионального специалиста, довести до аттестованного реставратора. Это важно, потому что в регионах реставраторов мало. И мы не готовы решать все проблемы регионов. Регион должен решать эти проблемы сам. Я имею в виду с реставрацией, профессиональной научной реставрацией. И еще один такой момент, на который вот мы говорили, вы очень хорошо говорили о том, что мы должны быть готовы к текучке кадров.
Но тем не менее, опыт, опять же, открытых центров говорит нам о том, что все-таки ставку надо делать на молодежь. Привлекайте молодежь в библиотеки. Поверьте, это очень интересная для них сфера деятельности. Они с большим интересом идут на реставрацию, на консервационные процессы и остаются в библиотеке. И это действительно такое, получается, вот авангард, наш авангард, которому мы должны, в общем-то, передать наш опыт, знания. И большой не факт, что они перейдут в другую организацию, имея такую замечательную возможность реализоваться на уникальных фондах, которые вы храните. Поэтому вот большое такое пожелание, учитывая, что вот, расширение штатов и все остальное, пожалуйста, подумайте, как можно привлечь молодежь. Это важно. Спасибо вам, Ольга Анатольевна, мы это все учтем, конечно, но все, что вы сказали, привлекать молодежь и чтобы постоянные были специалисты, это рассчитано на идеальные условия. Мы будем их добиваться, но риски все равно надо нам учитывать и поэтому себя подстраховывать, чтобы у нас оставались именно те специалисты, которые нам нужны. Обязательно. Но учтите опыт Нижнего Новгорода. У них 7 новых сотрудников они взяли в реставрационный центр, 7 молодых специалистов. И это такая команда, ну, если есть у вас возможность, обязательно посетите, поговорите, посмотрите, как это работает. Но это действительно замечательно. У них есть и специалисты, которые передают этот опыт, и благодарные, так сказать, вот те, кто этот опыт принимает. Мы обязательно поедем в Нижний Новгород, потому что это от нас недалеко, и обязательно ознакомимся с их опытом. Мы вообще любим чужой опыт, сильно любим. Спасибо вам большое. И спасибо всем, кто участвовал в реальном режиме, в удаленном режиме. И до встречи в следующем году.